День Победы – день, который мы отмечаем уже 79 лет подряд. Все отмечают этот праздник по-разному. Кто-то поет песни, запускает салюты, а кто-то отмечает этот праздник практически в полной тишине, но от этого он не теряет свою ценность. Съемочная группа «Горы новостей» приехала в Уфимскую коррекционную школу-интернат номер 30 для детей с нарушением слуха. Здесь проходит концерт в честь Дня Победы. Ребята показывают свои разноплановые номера. Это Катя, и сейчас она расскажет нам об особенностях жестового пения. Катя, расскажи про особенности жестового пения. Жестовое пение – это довольно сложный навык для обычных людей. Там нужно хорошо владеть жестами, чтобы руки были пластичные. Это еще сложно, потому что когда ты выступаешь, нужно концентрироваться можно так на трёх. Там нужно концентрироваться на жестах, артикуляция, выговаривать слова правильно. Еще нужно знать, как ты выглядишь на сцене. Жестовое пение – это вообще интересно, но сложно. Я этому учусь 7-8 лет. Мне очень нравится. Почему этот праздник всегда так масштабно встречают? Этот праздник – это день памяти всех павших героев. Нужно помнить о них, что они защитили нас. Если бы не их смелость, отвага, мужество, у нас бы не было такого спокойного мира. Мы бы жили совсем по-другому. Нужно помнить, что они защитили нас и дали нам тот мир, в котором мы сейчас живем. На концерте выступают 15 учеников, поставлено 5 номеров. Посмотреть выступление пришло более 100 человек. Ребята читают стихи, поют песни, а их воспитатели и учителя им помогают. Серафима расскажет об отличиях дакселя и жестового языка. Серафима, чем отличается даксель от жестового языка? Дактиль – это буквы, а жестовый язык обозначает слова. Мы долго репетировали. В сентябре мы сходили в музей боевой славы, увидели много всего, выбрали песню и репетировали каждый день. День Победы отмечается ежегодно в память о наших родных и близких. Ребята тоже герои, ведь чтобы спеть песню или прочесть стих, им нужно все перевести на язык жестов. Для нас это целый подвиг, а для них это обыденное дело. Юные артисты большие молодцы, так зрелищно поздравили друг друга с Днем Победы. И вас, зрители, от всей души поздравляю с этим днем. Теперь мы знаем, что громкий праздник – это не всегда про салюты и хлопушки, а петь можно руками и от всего сердца. Рамова Самира, Дан Хамитов, специально для Горы новостей.